Весенний призыв в Сунжинском военном комиссариате, как и по всей стране, стартовал в апреле. Задолго до его начала ребят призывного возраста оповестили, вручив им повестки. С призывниками провели профилактические беседы. Служить молодые люди будут в различных родах войск. Также разнообразна и география их отправок. Есть команды вооруженных сил Российской Федерации, разные субъекты Российской Федерации, разные команды. Это вооруженные команды, войска, это военно-космические, сухопутные войска, Росгвардия, также военно-десантные войска, разные имеются войска для прохождения военной службы. Кто там, мало ли, кто там хочет какие-то определенные войска пойти, можем в ту команду поставить, пойдем навстречу. Сунжинский военный комиссариат доводит до призывников и их родителей очень важную информацию. Пользуясь случаем, хотел бы довести до родителей наших призывников нашей республики, что есть много слухов, что призывников кидают в боевые действия, где проходит специальная операция на Украину. Как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, их туда привлекать не будет ни в коем случае. И есть несколько пунктов, которые подлежат освобождению от призыва. Это все мы, как мы знаем, это уже если гражданин является студентом очной формы, если имеет право, если имеет двух и более детей, если находится в местах лишения свободы, а также если гражданин единственный ребенок в семье. По исполнении 17 лет каждый гражданин обязан встать на воинский учет. Уклонение от призыва влечет за собой административную ответственность, вплоть до возбуждения уголовного дела. Как рассказали в военкомате, зачастую молодые люди не приходят на призывной пункт, ссылаясь на плохое состояние здоровья или наличие группы инвалидности. Есть наказание, если данный гражданин не является по повестке, в отношении его возбуждается административное правонарушение, то есть административное дело по административному правонарушению. Данный гражданин извещается, если он не является на призывной пункт военного комиссариата, то мы передаем материал правоохранительный орган для доставления гражданина, составления административного правонарушения, протокола для составления административного правонарушения. Если данный гражданин призван по решению призывной комиссии призван на военную службу, если данный гражданин не является призывным пунктом, дата назначения для отправки, тоже в отношении него передается материал в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье 328 Уголовного кодекса Российской Федерации. Служба в армии дает много преимуществ. Уже во время ее прохождения солдаты могут заключить контракт и по истечении 6 лет военной карьеры получить жилплощадь на сумму до 4 миллионов рублей. И таких плюсов много, не говоря уже о престиже профессии военного. Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24.